В каждом муниципалитете республики должны появиться свои экостанции. Об этом говорили участники научно-практической конференции в Сыктывкаре, посвященной экологическому образованию. Экостанция – это новый образовательный формат, на базе которого детей будут приобщать к природе и экологической культуре. В советские времена все это называлось юнацким движением. Почему его решили возродить, расскажет Павел Королев. Будущие животноводы, агрономы, селекционеры, может быть, вырастут и из этих ребят. Кружки любителей природы и естественных наук в советские годы были популярны по всей стране. Юнаты наблюдали за природой, учились возделывать огороды, помогали очищать лес. С распадом СССР юнацкое движение хоть и оказалось в кризисе, но не ушло в прошлое вместе с пионерами и октябрятами. По словам участников конференции, в Коми удалось сохранить то советское наследие и наработанный опыт. В городах и районах много педагогов-энтузиастов, которые занимаются экологическим просвещением. На самом деле республика в более выигрышном положении по сравнению с другими субъектами, потому что в республике сохранилось все то, что было еще с советских времен. Практически в каждом муниципалитете есть педагоги, которые занимаются натуралистическим воспитанием, экологическим воспитанием. Есть базовый центр, в котором мы находимся, это региональный центр экологического образования. И наша задача то, чтобы в каждом муниципалитете подобные станции, пусть они будут в меньшем формате, сейчас они называются экостанции, бывшие станции юных натуралистов, юнатов, мы должны возродить. Такое поручение есть и президент Российской Федерации, и такое поручение мы даем нашим учреждениям образования. К слову, во многих районах Коми любовь к природе уже прививается со школьной скамьи. Например, при школьных лесничествах ребятам дают основы лесного хозяйства, привлекают к исследовательской и природоохранной деятельности. Кроме того, эти юные лесники – будущие специалисты для профильной отрасли. Ребята в школьном лесничестве получают много знаний и о профессиях, которые работают в лесу. Это и лесопатолог, и лесничий, и эколог. Сейчас достаточно нужная профессия. И таким образом, участвуя в различных мероприятиях, ребята немножко отвлекаются от телефонов, от гаджетов и занимаются нужным делом. Альтернативой может стать и работа на пришкольных участках. Прополоть грядки, полить цветы и кустарники, вырастить урожай. Овощи с огородов потом оказываются в школьной столовой, тем самым удешевляя и повышая качество питания ребят. Ежегодно, летом, ребята выходят на летнюю практику и принимают участие в уборке полей, территории около школы принимают участие. Опять же, имеется возможность у них работать с инвентарем, с лопатой, с граблями, с цапками. Многие этого уже не умеют, потому что родители стараются уже около домов, даже в сельской местности, не работать с огородом. Это трудно, это сложно. И, конечно же, ребята здесь приобретают первые навыки работы, сельхозработ. Между тем, в январе этого года в Прилузском районе уже открыли первую в Коми муниципальную экостанцию. Теперь подобные точки притяжения юных экологов ждут и в других городах и районах республики. Павел Королев, Олег Жуковский, телеканал Юрган.